Понимаете, вот. Мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает точно, кто его враг. Чеченская пословица. Интересно, да, эта пословица? Надо еще вдолбиться в эту пословицу. Белорецкие гайцы поймали парня нетрезвым за рулем. И категорически настаивают, чтобы он подписал контракт с МО, РФ и ушел на СВО. А почему тут МО, РФ и ушел на СВО? В Белорецкий. Белорецк где нахуй, блядь? И почему нахуй он с МО должен подписывать, блядь? С Московской области нахуй. А это же Башкортостан, блядь. Белорецк нахуй. Башкортостан, да? А подписывать с МО, блядь. Это тоже не могу понять, что за комментарий странный, блядь. По-любому нетрезвый парень башкир по национальности, да? Ему спрашивают. А почему ты о национальности гайцов не спросил? Какая национальность? Об этом не сообщается, ты националист? Ой, блядь, даже в комментариях у них там перепалка идет, ёб твою мать. Думаешь, что Путина почитаешь, блядь. Комментарий надо рассыгрывать, блядь. Ну, не все понимают. Владимир Бундар. Вот здесь комментарий. Я прочитаю комментарий вам. Я сам узбек, нормально разговариваю на русском, но с своими братскими народами всегда разговариваю на узбекском, но однако многие не хотят на своем языке говорить, а я прямо заставляю их говорить на своем. Ну, значит, уже болезнь и до Узбекистана дошла. Это узкий мир, нахуй. Все-таки проник туда, нахуй, после Каримова, блядь. А, кстати, во время Каримова, нахуй, было как-то, блядь, насчет этого, блядь, мне кажется, жестче, наверное. Нельзя, значит, дал слабинку, нахуй. Все-таки нельзя его, нахуй, Медведев с гандон, блядь, короновал, блядь, тогда еще, блядь. Поэтому, значит, и Узбекистан тоже начал портиться, блядь. Но я-то там не живу давно, блядь. Я как-то по своей старой, так скажем, истории рассказываю. Значит, там тоже, блядь, пиздец пришел Узбекистану. Ну, я думаю, все равно не верю, что там, что, блядь, они на русском говорят, блядь. Нет, не может быть. Просто, как сказать, блин, сейчас у них, просто у меня сестры учителя, у них сейчас, наоборот, идет учение в Узбекистане. В последнее время сейчас немецкий учат они, английский не останавливаются, они учат, а вот сейчас они перешли, уже говорят на немецкий. Вот, поэтому, как бы, сейчас они ходить начали репетитором немецкого языка. Поэтому, как говорится, кстати, насчет памяти, просто я хуею, блядь, ну, у меня с памятью хуево, не знаю, блядь, то ли в армии отбили, нахуй, мне голову, нахуй. У узбеков, вот у африканцев то же самое. Вообще, то ли, блядь, незасоренные мозги, я не знаю, блядь, нахуй. Память, нахуй, ебаный в рот, блядь, феноменальная память у них, блядь, нахуй. Язык, мазык им выучить хуйня, блядь, нахуй, они все могут выучить, блядь. О, вот это, блядь, это тема вообще, там берама, это класс вообще, блядь, нахуй. Вот я это заметил у одного чувака в Норвегии. Он, блядь, нахуй, норвежский выучил, блядь. Просто, блядь, ходя с одним чуваком, блядь, на работу. Он просто выучил норвежский, блядь, я просто хуева, блядь. А я в школу ходил. И также африканцы. Африканцы тоже приезжали, у африканцев такая же хуйня, блядь. Хуяс они могут пиздеть на немецком, блядь. Или там хуяс, нахуй, ну, французский, они само собой знают. Хуяс они могут еще на каком-то языке. Память потому что хорошая, блядь, нахуй. Даже не нужно им книгу отвечать, открывать, читать. Они просто, вот, живя здесь, значит, могут говорить. А вот чувак один, блядь, чеченец, короче, 20 лет жил, говорит, мне это тоже рассказывали, 20 лет живет где-то в Ставангере, блядь, в Ставангере или, ну, где-то там в Ставангере, я не знаю где. Короче, 20 лет, говорит, живет, нихуя не знает норвежский, блядь. Да потому что нахуй не хотел учить, наверное, блядь. Ну, 20 лет живешь и не знать, ну, это ум непостижимо. Вот так вот. В течение 3 лет ты уже должен знать, блядь. 3 года, и ты уже знаешь все, блядь. Вот примерно так. Насчет языка. Так. Московиты убили Чавайна, и на его смерть учат любить Россию. Экскурсия для школьников в литературно-этнографический музей имени Сергея Чавайна организовывала прокуратура. Детям рассказывали, как преданно и усердно Чавайн трудился на благо России и призвали следовать его примеру. Хотя на самом деле Чавайн противостоял как царской, так и большевистской властям, как оккупационным чужим для Марии. Но этого детям никто не расскажет о присутствии прокуратуры. Чавайна, это Марий, что ли, какой-то Марий говорит. Моркинский район. О, Моркинский район, ауза натащим, блядь, нахуй. Моркинский район, блядь. Кстати, меня же нахуй, блядь, жена же, блядь, пыталась нахуй, блядь, так скажем, блядь, отправить в эту войну, нахуй, грубо говоря, убить меня, наверное, хотела она, блядь. И так и вспомнил, нахуй, тут написано Моркинский район, блядь, нахуй, блядь. Она же у меня Марика, блядь, и пиздец, нахуй. А у них, блядь, вот, видите, даже у Марицы был какой-то Чавайн, блядь, который, как говорится, боролся, блядь, а она вот, грубо говоря, манхурта, нахуй, своего марийского народа, который, блядь, нахуй, уже забыла, кто такие узкожопые, и кто их, как говорится, точнее, блядь, марийцев, нахуй, брал в рабство, блядь. И она топит реально за узкий мир, и, как бы, ненавидит, так скажем, укропов. Конечно, там называют их укропами, петрушки, укропы, нахуй, пиздец, нахуй, да? Так. После ознакомления с биографией литератора школьника заставили принять участие в интерактивных площадках экскурсии в Музей боевой славы, волонтерство, письма солдату на базе Куркатовского лицея Каркатова. Охуеть, блядь. Такая, так сказать, почтили память убитого НКВДшниками литератора написанием доброжелательных писем, потомкам его убить и сбором гуманитарки для имперской армии того государства, который всю жизнь преследовал и презирала Чавайна за то, что он Марий. Прям Мариэль, короче, такая тема. Удивительно, нахуй. Это как раз это там есть как раз таки Моркинский район у них есть, Каркатово есть, это как раз таки недалеко, ну как недалеко нахуй от этого Ёшки, ну Ёшка говорю, блядь, Ёшкарла, блядь, Ёшка там, они говорят Ёшкой, Ёшкарле, короче, недалеко вот у них есть вот этим, и это луговые марийцы, короче, луговые марийцы, которые очень близки были к Казани, которые, ну так уж перейдем, то, что я знаю, расскажу вам, которые ходили пешком, ну как бы пешком, блядь, на лошадях и так далее, в Казань торговать. Эти луговые марийцы, как я понял, луговые вроде, не лесные же, луговые, блядь, марийцы, так скажем, очень любили татар, они как бы банковали, так скажем, блядь, торговали, блядь, на базарах Казани в древности, и у них, и для них это было очень удобно. И они, так скажем, Казань для них была самая развитая территория. Само собой, наверное, они чем они могли торговать там? Пушниной, там, я не знаю, блядь, всякой хуйней, короче, в прошлом веке, так скажем, да? И вот примерно эти рассказы я своими глазами, с ушами, нахуй, это слышал от оригинальных марийцев. Поэтому здесь, когда идет речь о том, что марийцы крестоносцы, тут из той категории, как вселенский еврей, блядь. Понимаете, из той категории. Поэтому нам, когда говорят Идель-Урал, и вдалбливают вот эти темы Идель-Урал и так далее, я им говорю всегда, ну, примерно вам постоянно всегда рассказываю о том, что все территории до
моря до моря, блядь, эти все территории нам придется все освоить под себя, понимаете? И те карты, которые вставлены, нахуй, придуманные карты, которые там, Коми туда отойдет, это сюда отойдет, нихуя никуда ничего не отойдет, нахуй. Все это будет Башкортостану, Татарстану. Почему? Потому что только мы, как исламское государство, можем держать, как говорится, всех на коротком поводке, грубо говоря, нахуй. Чтобы в их территорию не пролезли эти узкожопые мрази, чтобы опять их не баламутили и не шли на Казань, как я вам в тот раз Алдар-Батыра читал историю Алдар-Батыра, где говорится, что, ну, я же напомню еще раз, где 100 узкожопов было, или там 100 чувашей было, шпашара, и 200 узкожопых. Они пришли в Казань долбить наших татар. В 1704-1708 годах, когда восстания были разные башкиртов, и когда вставал Алдар-Батыр. Ну, я вам потом на днях будем читать историю, продолжим читать историю книги Алдар-Батыра. Вот, пройдя вот эту тему, я теперь точно понимаю, что все территории, которые прилегать будут Башкортостану с Татарстаном, должны будут войти именно в наши структуры, наша земля. Внутри эти государства могут также развиваться легко, свободно, нам похуй до них будет, нахуй, как хотят, так и пусть живут. У них свой президент будет, все с их не будет, нахуй. Главное, вся территория будет называться Башкортостан и Татарстан. Все, а там дальше внутри что хотят, пусть похуй, что хотят, то и делать, нахуй. Но из-за того, что они остаются внутри, как-то, блядь, в Перми, беря, блядь, Ижевск, удмуртов, из-за того, что у них маленькая земля, мы их землю, само собой, можем расширить, оторвав с Перми, как я всегда говорил, и из Коми, вот так оторвать, добавить им землю, пусть больше у них земли будет. Но главное, чтобы они внутри оставались без узкого мира. Закрыть, грубо говоря, их двойной, так скажем, одеялом, юрганом, двойным юрганом закрыть их, чтобы и к ним не проходил этот узкий мир. И защитой будет оболочкой, так скажем, этой их государства Башкортостан. А Башкортостан, само собой, как исламское государство, мы уже точно не пропустим узкий мир никогда больше. И поэтому и со стороны татар, и со стороны башкортов мощно должны будут стоять армия и так далее. А вот сплоченные армии, допустим, если они захотят, то могут и чуваши, и марийцы, кто там еще дальше, и если они захотят, чуть они, конечно, дальше отдаляются уже, и вот эти мордва, это Эрзя-Мокша, как они, Сырыш-Балаян, Эрзя-Мокша и удмурты, они могут сделать вот подобие как НАТО, только не НАТО это нахрен, блядь, НАТО не надо нам. Просто они могут как бы выделить войска, общие войска в любое время, допустим, вдруг на какое-то будет нападение откуда-то, хуй его знает, и у нас должны такие консолидированные нахрен войска быть, которые пойдут на подмогу к любому агрессору. Допустим, если это огромная вот территория будет, и кто-то захочет напасть в какой-нибудь угол этой территории, все, идет вся вот эта, так скажем, орда против нее. А так, когда нет войны, каждый защищает свою территорию, спокойно живут. Все, вот примерно так. Как всегда я говорю, с Казахстаном у нас не будет границ. С Казахстаном нам не нужны границы, но главное, наркотический вот этот хуйню, который всяко будет идти из Афганистана и из Кыргызстана, до хуя наркоты, оно не должно проникать. Вот эта задача, но эту задачу мы поставим, как вот здесь, как в Европе, будут балансом, это Хорватия. Хорватия это подушка безопасности Европы. После Боснии. Сербия и Босния это вообще конченые, по идее, страны для Европы. Дырявые, так скажем, блядь. Поэтому оболочка, наверное, будет наша стоять уже не в Казахстане, а низ Узбекистана. Поэтому нужно будет нам там тоже вести договор с Узбекистаном, что низ с Афганом они будут жестко контролировать, чтобы эта вся поеботина оттуда не шла. Само собой, насчет этого тоже нужно будет разрабатывать план, когда уничтожим Москву, нам никто не будет заходить уже с Афгана, с их, блядь, дурманной, блядь, анашой, блядь. Почему? Афганцам тоже ультимативная вот эта из всех стран будет выставлен, так скажем, блядь, нахуй, наезд, чтобы больше, нахуй, афганцы не сажали эту ебаную, нахуй, наркоту, блядь, нигде. Все, заебали они со своим маком, нахуй, красным, блядь, и чтобы они больше этой хуйней не занимались, тем самым им развить много, как говорится, фабрик, заводов, технологий в их горах, пустынях, пещерах, нахуй, чтобы они не обитали, а построить им, я в каких-то эфирах говорил, многоэтажные дома, спокойно, чтобы они начали тоже обитать уже в цивилизации. Хватит, нахуй, и бомбить их, трогать их, нахуй, пусть живут спокойно. Вот такая вот план есть, Аллах, чтобы мы могли нашу начать чинки Аллах мусульман, само собой, там и шииты есть, и сунниты есть, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, создать то, что американцы с странами, блядь, узкожопами нахуй воевали, мы создадим им мир. Мы не войной к ним пойдем, иншаллах, а пойдем, как говорится, хлебом, солью, как говорится, будем с ними дружить, кушать плов, и нормально будет, нормальные дела. И самое главное, этот Талибан, если даже он будет там Талибан рулить, их поставить над конкретным ультиматумом, что они начнут жить нормально. Вот, наша задача организовать нормальную жизнь им. И насчет воды еще решить проблему. Там, а тут какой-то коллапс, нахуй, дальше больше идет, блядь, насчет воды, и плюс кто-то там, нахуй, начал строить поеботину, еще где-то услышал новости где-то насчет того, что